Этот швейный цех рассчитан на 60 рабочих мест, 2/3 из них простаивает. Работников никто не увольняет. Просто с момента выхода на работу после прекращения карантина объемы выпуска готовой продукции, по словам местной администрации, сократились более чем в 4 раза. Трудовой стаж швеи Натальи Проченко уже более 25 лет. В этом цеху она работает с лета прошлого года. Понравились условия, а кроме того недалеко от дома. После почти 4 месяцев простоя работа возобновилась с августа, но без прежних объемов. Трудится также с 8 утра до 8 вечера. Это если есть заказы. Раньше за этот срок некоторые из швей успевали изготовить до 40 готовых изделий. Сейчас шьют максимум только половину. Раньше мы до Нового года строчили, без выходных практически. А сейчас вот еле-еле концы с концами сводят хозяева. Многие, кто уезжает, кто ищет, где получше. Только вот из-за этих перебоев, то, что работы практически нету, естественно, заработок падает. Задержки поставок тканей и фурнитуры, снижение покупательской способности и спроса. Несмотря на все последствия пандемии, работа, хоть и в сильно сокращенном составе, в швейном цехе продолжилась. Однако после октябрьских беспорядков спрос на продукцию швей упал еще больше. Администрация вызывает их на работу, если появляется новый заказ. Девочки, сегодня мы заканчиваем заказ, делаем все хорошо, без брака и переделок. Потом отдыхайте и будем на связи. Как появится работа, мы вас позовем. До пандемии работники швейных цехов Бишкека в неделю зарабатывали до 20 тысяч сомов. Сейчас эта сумма уменьшилась в разы. Сейчас работы очень мало. С начала пандемии объемы очень упали. Можно сказать, выживаем сейчас. Собираем работниц в цехе, если поступают заказы. Например, в неделю можем работать только 3 дня. 4 отдыхаем. Как рассказали в Легпроме, спад производства швейной промышленности за 9 месяцев этого года составил 30%. До конца года, по их мнению, эта цифра достигнет 50%. По данным соцфонда, за прошлый год только официально по патенту в Кыргызстане работало более 3000 швейных цехов. Больше половины из них в этом году закрыты, заказов нет. Это примерно 75 тысяч человек сейчас без работы сидят, я так думаю. Потому что, как считалось, в нашей отрасли трудится где-то 150 тысяч, 200 тысяч человек. Я думаю, больше половины уже закрыты. Вот эта тенденция, я думаю, продолжится в январе. Это обычно, как начало года все время было, простаивали наши предприятия. Но как будет дальше в феврале, мы не знаем. Думаю, может быть, что-то улучшится, но вот показатели на этот год очень сильно упали. По официальным данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, экспорт швейной продукции упал почти на 40%. Некоторые предприятия, как сообщает ведомстве, переориентировали сложившейся ситуации и начали шить маски и средства индивидуальной защиты, но их не более 20. 300 миллионов сомов, выделенные государством для поддержки предпринимателей под 3%, как сообщается, раздали за 1 неделю. Эксперты проанализировали и пришли к выводу, что для восстановления прежнего уровня этой сферы в нее необходимо направить от 3 до 5 миллиардов сомов. И на это может уйти не менее 2-3 лет. По прогнозу Евразийской экономической комиссии, снижение объемов текстильного производства в Кыргызстане по причине пандемии может достигнуть 90%, а уровень безработицы в стране, по прогнозу уже Азиатского банка развития, может вырасти до 21%. Ботысая Сардар Аширбаев, НТС.